В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте, коротко о темах. В Якутии подводят итоги прошедших паводков. Вместе с тем продолжается и наблюдение за ходом ледохода на северных реках. На днях начала работу в Нюрбинском районе бригада мобильного хирургического центра. Узнаем подробности. Дети земли Улунхо на главном экономическом форуме страны. Делегация из 6 юных якутян побывала на ПМФ. В Якутии подводят итоги прошедших паводков. Так, глава республики Айсан Николаев на совещании поставил задачи по предварительному подсчету причиненного весенним половодьем ущерба. Продолжается вместе с этим наблюдение за ходом ледохода на северных реках Анабар, Алаздея и Колыма. Оперативные силы находятся в режиме повышенной готовности. За все время вышедшими из-за берегов реками пострадали более 70 домов, а также инфраструктура в отдельных районах региона. Наибольший ущерб был причинен селу Усиянск при выходе воды из реки Яна. На данный момент вода полностью ушла, начинаются восстановительные работы. Россельхознадзор совместно с МЧС уже 5-й год работает над предотвращением лесных поджаров. Их работа особенно актуальна сейчас, когда объявлен режим повышенной готовности. Инспекторы в первую очередь анализируют неиспользуемые сухие и пожароопасные участки с космоса с помощью спутников. После этого выезжают на проверку по точным координатам. В этом году в Сунтарском районе провели 16 отобранных земельных участков. Они проверяют, насколько земли сельхозназначения заросли сухой травой и кустарниками. Сейчас мы находимся в Сунтарском районе. Здесь мы обследовали примерно 16 земельных участков на площади примерно 350 гектар, получается, да. И большинство из них, как видим, вот не используется. Там зарастание древесных кустарниковой растительности имеется. И правообладателям таких земель будут объявлены предостережения. На днях начала работу в Нюрбинском районе колопроктологическая бригада мобильного хирургического центра республиканской больницы номер 2. В состав специализированной бригады входят врач-колопроктолог, анестезист, врач-эндоскопист и помощники. Это уникальная возможность для населения получить современное и эффективное лечение геморроя и паропроктита. Специалисты проводят операции по удалению с применением инновационного метода биполярной коагуляции с помощью высокотехнологического аппарата. Подготовка больных была уже заранее сделана. В амбулаторных условиях все прошли подготовку перед операцией. И сейчас после осмотра хирургом и анестезиологом уже поступают на операцию. В среднем у нас в день делают по 5 операций. В стационаре у нас лежат порядка 4-5 дней. И потом уже выписываются на амбулаторное лечение. Самое главное, это вот для населения, чтобы они, не выезжая в Якутск, не тратили на проезд, полностью бесплатно получают такую помощь. В Хандаге прошло открытие мемориальной доски в память о Василии Александровиче Сыромятникове, гвардии-ефрейторе, участнике специальной военной операции, уроженца села Крест-Хальджай. До мобилизации он работал в администрации Тампонского района. На службу был призван 29 сентября 22-го. Василий Сыромятников погиб 8 сентября 24-го при выполнении боевых задач в селе Никольское Волновавского района Донецкой Народной Республики. В год столетия со дня военной школы в республике проходит эстафета памяти. Знамя Якутской национальной военной школы – символ мужества и славы. Торжественное мероприятие в рамках эстафеты прошло в Уснере. Педагоги и выступающие рассказали ребятам о знамени, свидетелей истории, боевых курсантах, молодых командирах, уходивших на фронт с клятвой «Жизнь Родине, честь никому». Данная эстафета проходит к столетию военного образования в Республике Саха-Якутия. Я считаю, что данное мероприятие очень важно для всех жителей нашей республики, дабы почтить память нашей Якутской национальной военной школы, почтить память героев, выпускников из этой школы. Я считаю, что эти мероприятия очень важны для каждого человека, начиная с самого маленького возраста. Сегодня площадь Орджоникидзе стала главной праздничной точкой столицы. Здесь развернулся масштабный Эйгэ-фест, организованный командой популярного проекта НВК «Саха». Фестиваль перенес любимую телепередачу в формат живого общения. На одной площадке собрались эксперты, врачи и педагоги, готовые к открытому диалогу с горожанами. Программу дополнили творческие мастер-классы, ярмарка сувениров, а праздничное настроение создали выступления звезд якутской эстрады и творческих коллективов телеканала.
ЕГЭ-фест вновь подтвердил свою главную идею. В центре внимания всегда остаются люди и важные аспекты социальной жизни нашего города. Сегодня мы участвуем, рассказываем о своем центре активного долголетия. У нас вот акции по анализам. Вот это рассказываем и записываем наши филиалы в Булгуньяхтахе, Нерюнгри и в городе Якутске. Имея на руках полис ОМС, мы зачастую не знаем, какие права она дает, да. И наш контакт-центр, обращаясь на наш контакт-центр по линии страховых представителей, вы можете узнать о ваших правах и обязанностях. Дети земли Улан-Хо на главном экономическом форуме страны делегации 6 юных якутян побывала на ПМФ. О самых ярких впечатлениях школьников расскажем в следующем сюжете. ПМФ в этом году прошел под девизом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». А какое будущее может быть без заботы о подрастающем поколении? Для самых юных участников форума даже подготовили отдельную программу ПМФ «Юниор». Наши якутские делегаты признаются, 3 дня прошли очень насыщенно. Была дискуссия про спорт, и тогда у нас появился шанс поговорить с олимпийскими чемпионами. Рассказывали про нетворкинг, полезные связи, как знакомиться с важными людьми и как показывать себя на первой встрече. Самым запоминающимся моментом на ПМФ стала поездка на фармацевтическую лабораторию, так скажем, на завод, где производится множество известных лекарств. Помимо лекций и игр, Анастасии Александровой из Амги удалось воочию наблюдать главное событие форума – пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Это было супер волнительное мероприятие. Я когда вошла, не могла поверить, что вот сейчас, через несколько минут, я увижу не только руководителя нашей страны, но и представителей других стран. А для кого-то поездка на ПМФ стала возможностью сделать первые шаги к реализации своих бизнес-идей. ПМФ – это площадка, где большие предприниматели приходят именно за поиском инвестиций. И у меня уже есть свой проект, а вместе с моим руководителем Сивцевой Анастасией Константиновной мы поехали, пока что не буду раскладывать все карты на стол, но нашли инвесторов. Каждый член в делегации Якутии – одаренный ребенок, а возможность побывать на форуме – поощрение за успехи в проектной деятельности и учебе. Социальный лифт и теорию 6 рукопожатий никто не отменял, поэтому мы даем возможность всем детям республики, независимо от того, где они территориально проживают, если у них есть достаточно большое портфолио с успехами, возможность побывать вот на таких площадках. Такой отбор центр проводит 2 раза в год. Самые активные и талантливые ученики Якутии могут побывать не только на Петербургском, но и на Восточном экономическом форуме. Ржина Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. В Амгинском районе прошла 2-я улусная научно-исследовательская образовательная экспедиция Амгинская школа юного исследователя. В течение 6 дней школьники собрали материалы для своих работ, изучили природу и историю родного края. Сама школа юного исследователя реализуется уже 2-й год подряд. Результаты 1-го года оказались успешными. Школьники защитили свои исследования для муниципальных, республиканских и всероссийских научно-практических конференций, а также на конкурсах проектной деятельности. Простыми средствами совсем можно измерить глубину сезонного протаивания, можно измерить температуру в скважинах, что мы делали, например, в Анёсе под зданием школы. В 3 скважинах измерили температуру, а также неравномерность сезонного протаивания грунтов на различных элементах криогенного рельефа. Горный район стал центром притяжения для больших и дружных сердец. Сегодня здесь прошел республиканский цех приемных семей, собравший более 30 семей из 12 районов и городов Якутии. Торжественное открытие праздника стало моментом особого почитания. Организаторы и гости чествовали родителей, которые подарили детям тепло домашнего очага и веру в лучшее. Программа цеха была насыщенной и полезной. Опытные приемные родители в формате открытого диалога поделились секретами воспитания, а приглашенные эксперты провели психологические тренинги, помогающие укрепить доверие к семье. Праздник объединил традицию и активный досуг.
Такие мероприятия ценны тем, что это позволяет объединить приемные семьи. Они знакомятся друг с другом, дети знакомятся, дружат, общаются, они поддерживают друг друга. И кроме того, на этой площадке еще и объединяются специалисты, которые работают с приемными семьями, работают с детьми. И это тоже позволяет им объединиться и обменяться опытом. И вот это особенно важно. В Якутске открылась выставка «Чурон», символ благополучия и единства. Проект объединил в том числе музей имени Ярославского, Центр сохранения и развития народного ремесла и медиакомпанию «Саха-Печать». Экспозиция знакомит посетителей с историей традиционного ритуального сосуда народа Саха и его значения в культуре и духовной жизни. Подробности в сюжете далее. Чорон – один из главных символов культуры народа Саха. Выставка рассказывает об истории ритуального сосуда, который на протяжении веков занимает особое место в традициях и обрядах якутян. В собрании музея хранится около 200 чоронов разных веков. Можно увидеть чорон 1420 года, это вот 15 века, из археологических раскопок, произведенных нашим коллегой Василием Васильевичем Поповым. Уникальные чороны 18-19 веков, когда был рассвет именно мастерства, вот разнообразие орнаментики чоронов. На выставке представлены как исторические образцы, так и работы современных мастеров. Посетители могут проследить, как менялся внешний облик чорона, сохраняя при этом свое сакральное значение. Эту выставку открываем в июне месяце, когда мы проводим национальный праздник Исых, который предвещает наступление лета. Организаторы отмечают, проект не ограничивается только выставкой. В течение лета и начала осени для жителей и гостей столицы пройдут мастер-классы, лекции, авторские экскурсии, семинары и встречи, посвященные традиционной культуре народа Саха. Часто так говорят, куда не придешь, в какой музей, везде чороны и чороны. Но это не просто чороны. Для того, чтобы действительно традиция сохранялась и развивалась, есть много вопросов, которые стоит обсудить. Поэтому это не просто выставка, это такой повод для того, чтобы не только показать наши собрания наших музеев муниципальных. В скором времени мы будем проводить круглые столы и со специалистами обсуждать, возможно, придем к золотому стандарту чорона. Выставка «Чорон», символ благополучия и единства, будет работать до конца сентября. Организаторы уверены, проект поможет по-новому взглянуть на один из самых узнаваемых символов якутской культуры и сохранить связь поколений через традиции предков. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.